Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». И сегодня мы покажем, как в Казани мужчина убило корнем дерева при попытке вытащить его из земли. Расскажем о пожаре в заведении быстрого питания. Просто трубы горели. И пожаре в деревянном доме в центре Казани. А также кража всего ценного из гаражных боксов. Неизвестный взломал навесной дверной замок и похитил все ценное имущество, находившееся в гараже. И изъятие табака с признаками подделки акцизных марок. Все это прямо сейчас. Разнорабочего убило корнем дерева в казанском поселке Плодопитомник. Владелец одного из домов на улице Жемешле нанял рабочих для того, чтобы они спилили дерево на участке. Со стволом мужчины справились. Корень решил выдернуть сам хозяин. Он привязал к тросу трос автомобиля, сел за руль и поехал. В следующий момент корень дерева вылетел из земли и ударил одного из рабочих. Ему вызвали скорую помощь, однако медики помочь пострадавшему уже не смогли. Он скончался на месте. В отношении хозяина участка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Курьер службы доставки на мотоцикле и женщина-водитель Део Матис не разъехались на перекрестке улиц Декабристов и Тверская. Мотоциклист при падении ударился головой об асфальт. Удар смягчил шлем. Молодой человек жаловался на боли в ногах и общее недомогание. До приезда скорой помощи он лежал на асфальте, а на ноги смог подняться только с помощью медиков. Автоледи призналась, байкера просто не заметила. Для женщины было открытием, что именно она нарушила правила, двигаясь на зеленый сигнал светофора. Я прямо на зеленый, она на меня налево начала поворачиваться, оттуда налево. Такого поворота молодой человек не ожидал. Рассказывает, ехал с улицы Тверская. Надо было повернуть на Декабристов, налево. Такой маневр тут разрешен. И в этот момент дорогу перегородил Део Матис. Байк врезался в правую переднюю дверь микролитражки. Мужчина рухнул на капот. Скорую вызвали сразу же. Очевидцев столкновения было много. Все в один голос утверждали. Правило нарушила автоледи. Непосредственные свидетели оставили пострадавшему свои номера и готовы были подтвердить все, что видели. Если прямо нельзя, только направо можно. А он откуда ехал? Он оттуда прямо. Сама женщина утверждает, мотоциклиста не видела. Ехала на зеленый свет. Остановилась после удара в правый бок своей машины. Вы не видели, как я еду прямо? Я на светофор смотрела. А тут у вас есть светофор разве направо, налево? Вот только направо движение. А вы его не видели, что получается? Нет, совсем не видела. Вот это сгорела же, лампа сгорела, я так смотрела. Он с какой стороны приехал, не знаю, его как хотелось повернуться, в бок ударился. Рассказывает, выезжала отсюда сегодня в первый раз. Призналась, на знаки не смотрела, только на светофор и машины впереди. За ними и поехала. А вы видели, что туда нельзя? Я нет. Я думала, тут светофор, можно повернуться. На знаки не смотрели, да, получается? Да. Я новая здесь, недавно неделю сюда приехала. А отсюда проехали машины, я думала, тоже можно. Я вот так хотела пройти, наверное, он отсюда прошел, что ли, в бок ударился. Пострадавшего мужчину врачи осмотрели и приняли решение о госпитализации. Позже, после обследования и оказания необходимой помощи, его отпустили из больницы на амбулаторное лечение. Автоледи осталась на месте для оформления аварии. Ответственность, которую она понесет, будет во многом зависеть от тяжести травм, полученных мужчиной. А за рулем давно? За рулем, да. Ну сколько? Почти год. Рания Абдрахманова, Анвар Шарифуллин. Вызов 112. Заведение быстрого питания загорелось вечером на улице Гвардейская. Сотрудники вызвали пожарных, но время при этом решили не терять и сами стали бороться с пламенем. К прибытию пожарных подразделений открытый огонь уже был потушен. Мангал горит. Сами потушили? Просто трубы горели. Мясо в этом заведении готовили на углях на мангале. Вероятно, от вылетевшей искры загорелись жировые отложения в вентиляционной трубе. Дальше пламя распространиться не успело. Пожарным оставалось только пролить водой крышу павильона для предотвращения повторного возгорания. Само заведение пришлось закрыть для посетителей до ликвидации последствий ЧП.
В это же самое время вспыхнул деревянный частный дом во дворах на улице Ахтямова. Из-за деревьев здание практически не видно. Дом давно заброшен, в нем никто не живет. В результате пожара строение выгорело полностью. В причинах будут разбираться дознаватели. Но вероятные причины возгорания – это поджог или неосторожное обращение с огнем. Кражи из гаражей за считанные дни раскрыли казанские полицейские. У одного из владельцев недвижимости пропали электроинструменты. Как только мужчина обнаружил пропажу, сразу же сообщил об этом в полицию. Сумму ущерба оценил в 45 тысяч рублей. Вскоре к стражам порядка явился еще один потерпевший. Он заявил, что из его гаража исчез сварочный аппарат. Почерк был тот же. Замок взломан, все ценное пропало. Стражи порядка предположили, что к кражам может быть причастен один и тот же человек. И вскоре вышли на его след. Как пропадало их имущество, потерпевшие позже увидели на записях с камер видеонаблюдения. Сломать замок похитителю было сложно, но он справился. Все, на что положил глаз, сложил в мешок и унес. Куда также зафиксировали камеры наблюдения. Когда владелец этого гаражного бокса увидел вскрытую дверь и обнаружил пропажу имущества, обратился в полицию. Рассказал, что исчезли электроинструменты. Сумму ущерба оценил в 45 тысяч рублей. Спустя несколько дней в полицию поступило аналогичное заявление от другого казанца. Из гаражного бокса, расположенного рядом, был похищен сварочный аппарат. Так же, как и в первом случае, неизвестный взломал навесной дверной замок и похитил все ценное имущество, находившееся в гараже. Полицейские предположили, к обоим кражам может быть причастен один и тот же человек, и вскоре вышли на след подозреваемого. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данных преступлений сотрудники уголовного розыска отдела полиции Софиуллина задержали 33-летнего жителя города. Свою вину он признал полностью. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Задержанный признался, что часть имущества он просто продал на улице случайным прохожим. Электроинструменты теперь не найти. Сварочный аппарат он сдал в пункт приема цветного металла. Пустить его под пресс не успели, и вскоре его вернут законному владельцу. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража». Суда он будет дожидаться под стражей. Вероника Гайнудинова, вызов 112. Лишиться свободы на 3 года может 38-летний предприниматель из Чистополя, в магазине которого полицейские во время контрольной закупки приобрели несколько пачек сигарет без акцизных марок. Это стало поводом для дальнейшего обыска в помещении магазина. Было установлено, что продажа контрафактных сигарет не случайность, а скорее основа бизнеса. Низкие цены объяснялись просто. Бизнесмен не платил никаких акцизов и налогов с продажи табачной продукции. А такими сигаретами у него был забит весь склад. Этому обыску предшествовала контрольная закупка. Сотрудники отдела экономической безопасности в одном из магазинов Чистополя приобрели несколько пачек сигарет. Акцизные марки, которые на них были, имели признаки подделки. Оперативники сделали вывод, что, вероятно, предприниматель не платил никаких акцизов на табачную продукцию. В ходе осмотра места происшествия в помещении магазина обнаружено и изъято 1930 пачек немаркированной табачной продукции различных наименований. В общей сложности в ходе проведенных мероприятий у подозреваемого изъято 1932 пачки немаркированной табачной продукции, а также табачной продукции с поддельными акцизными марками. Все изъятое отправили на экспертизу, которая должна установить, действительно ли акцизные марки на сигаретах были поддельные. Самого предпринимателя задержали. Органами дознания ОМВД России по Чистопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотрено частью 5 статьи 171 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесение информации, предусмотренное законодательством Российской Федерации. Статья предусматривает наказание в виде реального лишения свободы сроком до 3 лет. Суда предприниматель будет дожидаться под арестом. Рамиль Галиуллин, вызов 112. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 9869 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. До встречи. Не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.